Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео: кто за вами следит и почему? Видео актуально как для мужчин, так и для женщин в любой момент, на момент просмотра видео. Мужчины, пожалуйста, переворачивайте информацию на себя. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто вы, кто пришел на расклад, и если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Гадать сегодня мы будем на данной колоде, которую вы сейчас видите на экране. Продолжаем наш расклад. Сейчас расслабьтесь, ни о ком и ни о чем не думайте. Думайте только о себе. Посмотрим ваш портрет. Кто вы, кто пришел на расклад. Ваша характеристика. Вы постоянно меняетесь, обновляетесь. Здесь человек не стоит на месте. Здесь человек, возможно, даже на сегодняшний день принимает какое-то важное решение в своей жизни. Возможно, вы от кого-то собираетесь уходить или от чего-то уходить. Вы поменялись, вы уже по-другому думаете. Вы хотите жить намного лучше, не так, как все. Почему-то, идет такое, что вы отличаетесь от других людей. Вы не хотите быть как все. Стабильный человек. Здесь поддерживаете стабильность. Человек, который стремится много заработать, чувствовать себя при том хорошо. Для вас деньги – это цель безопасности и спокойствия. Деньги для вас, для кого-то здесь деньги – это вот как игра. Вы зарабатываете, вы хотите больше не потому что жадность, а потому что для вас это как игра, как получать звездочки. Очень справедливая. Вы знаете, вы человек, который при всех обстоятельствах держит такое ровное лицо. Оскорбят вас. Тут человек, который он понимает, что до уровня кого-то вот так опускаться я не буду. Имеет свою гордость. Здесь очень много в вашей жизни играет роль логика, нежели интуиция. Вы человек, который очень много держит в своей голове, обдумывает, причем здесь присутствует какое-то качество, или вы любите все качественное, все то, что выдержит долго, то, что будет намертво. Также здесь показывают человека, который себя старается не обременять какими-то проблемами, а облегчить ситуацию. Что-то важное решается сейчас в вашей жизни. Вы это хорошо очень взвешиваете, обдумываете. Также говорю, что вы еще при этом стараетесь держать лицо и стараетесь не совершать какие-то ошибки, то есть аккуратничаете. Кто-то ходит сейчас как по лезвию ножа. Шаг вправо, шаг влево, упаду. И опять-таки вы никого не слушаете, вы слушаете только себя. В вашей жизни было очень много выбора. Кстати, жизнь подбрасывала вам очень хорошие шансы. Вы, кстати, многие шансы взяли для себя. Это касается финансов, это касается переездов, это касается даже отношений. Также здесь человека показывает, который любит порядок в доме и порядок в отношениях. Вы не терпите измены, вы не прощаете измену, предательство, обманы. Сейчас чего-то ждете. Вы стоите, я бы сказала, перед каким-то на самом деле выбором, ожиданием. Здесь есть какие-то надежды. Боитесь то, что ситуация может усложниться или принести вам какие-то проблемы. Также здесь человек вообще переживает о чем-то, связанное с будущим. Человек здесь, который наделен талантом управления. Также я сказала бы, что вы переворачиваете жизнь. Кто с вами находится, у того жизнь меняется. В вашей жизни очень много было застоев, проблем. Я бы сказала, у кого-то даже были драки. Или еще бы сказала, когда человек все сам на себе выносил. В какой-то степени раньше вы были слегка легкомысленны, но сейчас, я бы сказала, ситуация утвердилась. Уже все вам ясно. Это как этот мир мне абсолютно понятен. Вы
Скорее даже понимаете и в отношениях толк. Неважно каких, социальных или межличностных отношений. Помогаете всем, притом равномерность здесь показывают. Вы не стараетесь переборщить, вы не стараетесь и в принципе быть холодной, да, то есть вы соблюдаете золотую середину. Человек очень вы активный на сегодняшний день, стараетесь, я говорю, стремитесь к каким-то деньгам, какие-то хотите взять проекты или уже делаете несколько чего-то. Ваша жизнь скоро поменяется очень сильно. Люди около вас будут штатные или в формах. Благодаря им тоже, с их помощью. Вам нельзя сейчас концентрироваться на каких-то больных людей. Здесь показывают психически невменяемые люди около вас. Или слабые люди. Вам нельзя на это сейчас концентрировать свое внимание, обращать на это внимание. Веселитесь, радуйтесь, занимайтесь своей жизнью, я бы сказала, изучайте что-то. Также вы человек, с какой-то степени вас могут считать поверхностный. Может быть, вы так как-то выглядите или преподносите, проецируете себя. На самом деле здесь нет. Здесь человек еще такой под названием редкость. Вы уникальны, вы редкостны. Таких, как вы, очень мало. Особенно, я бы сказала, человек, который, вы знаете, когда-то в своей жизни переступил определенную черту через боль и предательство. И очень сильно на этом фоне, из-за этой ситуации поменялся. Стал по-другому относиться вообще к окружающим. Вы человек, который умеет и хорошо расслабиться и повеселиться. В принципе, есть в вас это, есть в вас огонек, есть в вас харизма, зажигалочка, революционер, человек, который заводит компанию, веселит. Или же у вас прекрасное чувство юмора, поддерживаете разговор, и при том вы еще кого-то чему-то можете учить. Тут может человек, например, преподавать какие-то курсы или быть учителем, коучем. Также вы сами себя чему-то научили. Вот это недавно, да, хочется так сказать. Тут кто-то думал о таких мыслях. Почему я этого не знала раньше? Я бы не сделала, может быть, какую-то ошибку в своей жизни. Почему эта информация появилась именно сейчас? На многое что открыла глаза, чего я раньше не знала. Раньше была наивна. Обижаетесь на себя в чем-то. Здесь присутствуют, возможно, дети, но здесь такое разочарование в любви, в отношениях. А у кого-то вот хочется так сказать, что одна воспитываю детей. Из-за этого есть обида. Здесь хочется отношений, чувств, эмоций, но правильных, гармоничных отношений хочется. Не хотите к себе на сегодняшний день, может быть, никого подпускать из-за недоверия или обиды. Кто-то есть, кто конкретно вас любит, но вы не хотите этого человека. Тоже не ваш это человек, как вы считаете. Также к вам идет какой-то склочный человек или смотрит в вашу сторону. Притом он вас очень боится, что-то от вас скрывать может. Да, он тем самым защищает свои какие-то границы. За вашей спиной еще и тайны здесь какие-то есть. Но тут вы в первую очередь занимаете роль выжидающего. Чего-то вы выжидаете на сегодняшний день, на сегодняшний момент. Скорее хотите просто все, чтобы было по полочкам. Не наделать ошибок, не торопиться куда-то вперед. Хорошо, давайте посмотрим, кто за вами следит и почему. Кто за вами следит и почему. Тот, кто вас боится. Возможно, даже, знаете, этот человек от вас получил каких-то люлей когда-то. Считают, что отношения были какие-то негармоничные, конфликтные. На сегодняшний день он вас и ревнует. С другой стороны, здесь он скрывает свои эмоции, скрывает какие-то еще деньги, финансы или информацию о деньгах. Человек, возможно, вам что-то должен. Притом не так, что вы занимали,
да, а он вам должен, а многое, что вы сделали, за что он вам обязан до конца вашей жизни. Но человек это скрывает. Человек очень жадный на чувства, эмоции, на какие-то мужские поступки. Здесь скорее это речь идет о мужчине. Также здесь может быть так, что от этого человека у вас ребенок. Человек находится на грани выживания или в сложной финансовой ситуации. Наблюдает за вашей личной жизнью. Нет ли у вас партнера? Потому что вы женщина очень видная. И в любом случае у вас кто-то есть. Есть такие мысли, что вы общаетесь через интернет с кем-то и не с одним человеком. Видит где-то ваше фото. Тут речь идет о том, что вы с кем-то спите. С одним, со вторым. То есть, что у вас несколько партнеров. Человеку невыносимо в душе. Он вот даже, я бы сказала, или видит, или представляет каких-то мужчин около вас, ему от этого противно, он от этого уходит. Какая-то безнадега в его жизни наступила, потому что вы не даете энергию женскую, вы не даете внимание свое этому человеку. Притом он не развивается, он стоит на месте, или все дела у него остановлены. А вы наслаждаетесь жизнью. Я бы сказала, здесь больше любовной такой энергии, когда вы вся купаетесь в любви, как он считает. Тут такие мысли есть, да, что если у меня все плохо, то у нее тоже должно быть все плохо. Смотрит на вас, что вы очень сильно поменялись, и ему от этого, вот когда у вас какие-то изменения и в лучшую сторону происходят, знайте, что его это губит, ему от этого больно становится, тяжело, да. У человека какие-то мысли, я бы сказала, не те, что являются актуальными для вас. То есть такого нету, а он считает, что вот именно это и есть. Сам себя накрутил, сам себя, хочется сказать, и уничтожил. Так, смотрим дальше. Кто за вами еще следит? Кто еще за вами следит? Человек из прошлого. Здесь идет незрелый, возможно, глупый какой-то человек. Человек, который сделал много в жизни каких-то ошибок. Лично в своей жизни. Возможно, даже хочет передать, что ему без вас очень грустно. Знаете, когда-то он надеялся, что вы станете его женой, что вы будете вместе. Но здесь отношения быстро и закончились. Считает, что вы его обманули или предали. Вы пустились в какие-то свои трансформации, вы очень сильно поменялись сейчас, он видит вас опять-таки и уехали. Вы на расстоянии, на далеком расстоянии, по ту сторону, хочется так сказать. Человек чувствует себя без вас как неживым. Вот как вы ушли, все остановилось. Такое чувство, что здесь смотрит роковая такая женщина, которая уходит из отношений, и у мужчины начинает все в жизни разрушаться. Такая у нее сильная энергетика. И здесь чувствуется, что у этого человека жизнь кажется неинтересной, или окружающие люди, с которыми он пытается, может быть, взаимодействовать, заводить отношения или вступать в отношения, оно не складывается так, как с вами. Но вы здесь были какое-то время вместе или очень короткое время. У человека даже что-то прояснилось, но при том, знаете, на какое-то время. Человек, в принципе, остается глупым и, я бы сказала, несерьезным к жизни. Здесь нету какой-то цели, здесь нету мишени. Он видит, что
вы поменялись, вас кто-то поменял, или же, да, ему кажется, что вы обрели счастье, из-за этого поменялись. Вы счастливо выглядите. Он видит вас такой веселой, жизнерадостной женщина, которая получает какие-то ресурсы или получает возможности. Также он обижается на вас еще здесь, обижается. Он вам в чем-то солгал. Здесь еще кто-то был, когда вы были вместе. Здесь присутствовала какая-то дама, юная дама, тоже, я бы так сказала, глупая, наивная. Но вы очень выросли, он так считает. По сравнению с вами он, да, такой мелкий и ненужный. И он вот считает, в принципе, что нет бы расти, нет бы развиваться, нет бы куда-то вперед идти, да, и вот человек тормозит на месте, и он как несдвигаемый какой-то. Старается сейчас держать какой-то баланс, прислушивается к какому-то человеку, но вроде как слушает, но мимо ушей половина информации. Он держит какое-то фото. Может быть, это ваше фото конкретно, или где вместе. Где-то у него есть фотография совместная с вами. Может быть, на это фото. Здесь у человека как будто бы дороги закрыты в жизни. Он пытается, но что-то тщетно. За что он не берется, все не получается. Тут нету таланта, тут нету... В принципе, что об этом говорить, да? Здесь разговор идет о человеке, который, в принципе, думает о вас, но ничего с этим поделать не может. И сделать шаг в вашу сторону. Ему нечего, как он говорит, дать. Да, вы намного раз выше него, в роли даже, я бы сказала, императора. Также здесь может присутствовать вообще какой-то человек, наиболее значимый в вашей жизни, как он видит, который вам намного больше даст. Вы очень красивые стали. То есть все лучше и лучше улучшаетесь. Какие-то наряды вам идут. Но вы такая твердая стали, очень неподступная. Я бы сказала, до вас как до звезды, не дотянуться. Он до вас вообще не дотягивает. Он видит вас в отношениях. Он видит то, что вы даже и мудрая, но ничего он сделать не может. Он вот или обижается, не или он обижается, но второе, да, я бы хотел, может быть, встретить ее, но я не могу, у меня даже на проезд нету. Вот какое-то такое скудное состояние в душе. Апатия какая-то, лень. Так, смотрим дальше. Кто еще за вами следит? Ну, здесь больше о романтике, одно и второе. Давайте посмотрим дальше, кто за вами еще следит. Здесь коллектив. Здесь несколько человек. Здесь присутствует какой-то задорщик. Тот, который говорит, какая сегодня тема дня, и все поддерживают, хлопают или же обсуждают. Обсуждают ваши косточки вплоть до вашей семьи. Перебирая всех и вся. Притом здесь кому-то вы помогали. И вот тот самый затейник сплетен и разговоров, как раз-таки которому вы помогали. Но он вам очень сильно завидует, или она. Здесь зависть присутствует. Здесь, знаете, даже видят люди в вас очень такую умную, хитрую лису. Считают, что вы и глубина очень сильно так развиты, на какие-то темы такие говорите, что им до этого опять-таки как до звезды не дотянуться. Но слишком уж вы умничаете. Да, недалеки от вас. Вот по мышлению, по менталу очень далеки. Возможно, даже люди с неоткрывшимся глазом, так хочется сказать. Вы человек, который берет все мягкостью. Они это видят. Вроде жестко, но мягко. Вот как-то так вы поступаете. Умеете говорить «нет» или научились, по крайней мере. Вы знаете, вы даже кому-то здесь отказали в чем-то или перестали, может быть, взаимодействовать, общаться. На вас очень часто говорят. И я бы сказала, тут кто-то ждет вашего
краха вашего какого-то безденежья, падения вашей башни вот этой, то, что вы строили сами, что у вас все разрушится. Здесь кто-то может говорить, что это долго не протянется или долго красоваться ты не будешь своими чем-то знаниями или, может быть, внешностью. То, что у вас очень много кавалеров. Да, здесь разговор еще может идти о том, что вы долго не будете всем нравиться. Когда-то вы придете к осознанию того, что наступила старость, что вы внешне уже другая, и то, что кавалеры уже так за вами бегать не будут с подарками. Считают, что вы медлите с чем-то или медлительная. Тут кто-то конкретно даже готов был бы вам что-то высказать, вступить с вами в конфликт или вытащить вас, спровоцировать на что-то, чтобы вы разозлились в чем-то. Здесь показывают вас в лице такого мирного человека или человека-нейтрала. Вы, скорее всего, в обществе можете быть такой нейтральной, где конфликтные ситуации, старайтесь оттуда уйти, не вмешиваться, дабы не приволать к себе каких-то лишних проблем, не привязать или чтобы к вам не прицепились какие-то лишние проблемы. Уходите от конфликтов или людей, которые сплетничают. Кстати, вы не вступаете в диалоги с этими людьми, и здесь может по этому поводу идти тоже какая-то злость, что вы не говорите, не додаете, да, какую-то информацию. Вы причем о чем-то знаете, точно знаете, или много чего знаете, а вы об этом не говорите, скрываете. Также вы скрываете очень тщательно свое положение дел в семье или в отношениях, и правильно делаете. Этим людям не надо знать. То, что вы на работу ходите красоваться или куда-то приходите, всегда хотите выглядеть лучше всех, хотите хитрым. Вот внешность, да, это ваш обман, как они могут говорить. Они наблюдают где-то, может быть, в соцсетях или на ваше фото, может, конкретно за вами, прям напрямую. Но считают, что внешность коварная ваша. С вами, вот вы мила, например, с внешнего вида, а потом можете больно укусить или подставить, обмануть. Вы заманиваете внешне какой-то... Но вы выделяетесь очень сильно, да, что вы хитрая лиса, обманщица. Кстати, кто-то вас может называть, что вы аферистка. Знаете, обманываете или нечестно ведете что-то. Вид может быть создаваться такой хитрой лисы. Не верьте ее внешности, кто-то говорит. Внешность обманщива. Здесь очень красивая женщина пришла на расклад. Вы заметны публике, видите, особенно вашему обществу. Вы выглядите прекрасно, на вас что-то такое есть, или красивые наряды, или украшения, что вас реально украшают. Вот бывают люди, смотришь, все самое лучшее на себя, но никак. А у вас вы все так складно, красиво, вам идет, женственность здесь присутствует. Характеристика выходит, знаете, человека, который жадный. Вот как они видят, что у нее все есть, а при том она еще и жадная. Не попросите у вас ничего, вы не дадите. Вы не дадите или не упустите из рук какие-то деньги, может быть, или что-то, что у вас много чего есть. С чувством юмора, да, у вас хорошо. Насчет этого никто не спорит. Насчет того, что вы работоспособная, да, об этом говорят, что вы трудитесь как пчелка, иногда перерабатываете, но при том вы стараетесь или кому-то угодить тем самым, или много заработать. Иногда может даже думать, что вы хотите отнять у них рабочее место. Да, видят вас даже соперником на рабочем месте. Так. Кому-то режет это глаз. Кто еще за вами наблюдает? Почему?
Женщина. Хм. Она тоже обижена, притом, я бы сказала, очень сильно обижена. Как будто бы вы ее знать не хотите, притом между вами ничего такого не случалось, нормальные были отношения. Но вы или где-то встретились с ней? Да-да-да. Тут выходит, что вы не поздоровались. Вы прошли вот, как будто бы вы не знаете ее. Притом у вас нормальное общение. Вы общаетесь или общались. Но где-то вы вот прям близко были и создали такое чувство, что вы ее не знаете. И это очень сильно обидело. Самооценка здесь, по самооценке ударила. Женщина старше вас. Она говорит, что я тоже не хочу общаться. Притом очень вы гордая, амбициозная такая. На тот момент, когда вы встретились или не поздоровались, вы были заняты каким-то мужчиной и были очень радостные. Но создали такой вид, что вы ее не знаете. Да, она удивляется, почему так. Кстати, между вами какие-то были денежные дела. Это может даже быть ваш партнер, да, по бизнесу, например, или какие-то дела между вами были. Может быть, совместное что-то, деятельность. Ну, не только деятельность, разговоры общие. Но вы как-то манипулируете. Хитрая, опять-таки. Когда вам что-то надо, вы такая, можете красиво подъехать. Вот так. Давай поговорим. Почему ты мне прямо в глаза чего-то там не скажешь? Она говорит, почему вы прямо ей в глаза не скажете, что вы, да, что-то вы скрываете. Потом видит вас, что у вас положение финансовое или, в принципе, улучшилось в чем-то. Она вам помогала. Здесь, кстати, мог быть даже какой-то бумажный интерес. Волокиты с бумагами. Она вас чему-то научила. Она очень много о вас думает. Слушайте, ее прям это, знаете, все разное было в жизни, но вот это вот ее задело. Причем такое маленькое действие, может быть, вы реально не заметили человека, но у нее создалось впечатление, что вы сделали вид, что вы ее не видите. Да, разное было в жизни, но вот это ее задело очень сильно. Здесь даже хочется сказать, вы как дали по носу. Притом у вас все хорошо. Когда у вас все хорошо, вам никто не нужен. Когда у вас проблемы, вы сразу же прибегаете за помощью, да, чему-то вас научить или в чем-то вам помочь. Пользуетесь, наслаждаетесь этой жизнью, используя других людей в свою выгоду. Манипуляторша вы, очень хорошая. Она считает, что вы манипуляторша. Притом вы такая, подкупаете со стороны всех своей внешностью или каким-то определенным подходом, видом и так далее. Обижена, но очень-очень много думает. Здесь нет, если бы это мужчина был бы, то здесь речь идет о какой-то такой глубинной тоске, но здесь не тоска, здесь долгие какие-то размышления. Даже вот на дню много раз об этом вспомнится. Да, вот этот вот момент, может быть, когда она вас увидела, но вы не поздоровались, не сказали «здрасте» или «привет». Вот как-то так, да, что-то, значит, я делаю не так, как она может думать. Она начинает уже тут копаться в себе, что со мной что-то не в порядке, или ей уже интересно, да, что же вы думаете о ней. Почему вы не подошли, не поздоровались? Детская обида.
Детская обида. Не прощу. Король мечей, да? Не прощу. Притом, опять-таки, да, она постоянно говорит, вроде бы ничего между нами не случилось. Может быть, кто вспомнит. Можете написать в комментариях, как с вами проигралось. Давайте еще посмотрим, кто еще за вами следит. Человек болеет, который за вами следит. Человек болен вами. Мужчина. Здесь ярое желание такое отомстить. За какую-то вот любовь, за какое-то вот, что вы его к себе привязали. Вот он... Почему-то такое идет чувство, что когда он лежит в постели, перед сном он представляет, что вы рядом. Может быть, у вас был какой-то телесный контакт с этим человеком. И вот он от этого, знаете, как помнит. Помнит даже, вот хочется сказать, запах ваших духов, вот чего-то, да. И вот это не отпускает. И вы ушли тут же или исчезли из поля его зрения. Хотя здесь есть, вы где-то появляетесь на глазах у него. И вот это он помнит. И вот эта маленькая мысль или этот миг, он держит человека в зависимости. Тут не то, чтобы даже отомстить, он хочет просто не думать об этом, отрезать, забыть, но оно не получается. Здесь даже такое горе ты мое, да, вот сидит человек и печалится. И очень часто трепет себе сам нервы, сам себе. Я уж не представляю, если бы он с кем-то был. Он влюблен. Прошлое, здесь момент того, что у вас были какие-то отношения в прошлом. Тут, возможно, даже была и постель по дьяволу. Здесь смотрите, как выходит, да, но это могло быть временным обстоятельством вашей жизни. Хочется сказать, даже я бы сказала, вы воспользовались ситуацией или как вам удобно поступили. Но у него больше тревога о том, что вы исчезли. Он вас где-то пытается искать, смотреть, наблюдать. Здесь может быть интернет даже. Он, кстати, может быть иностранец. Блин, вы столько эмоций несете в себе, у вас очень сильная энергетика. Поэтому, говорю, скорее тут может и роковая женщина смотреть, после ухода которой остается тяжесть внутренняя и незабываемость. То есть вы незабываемы для мужчин. Здесь мужчина. Даже я бы сказала, человек, знаете, от чего страдает? Что после вас бескусица ко всему. Вот нету кому-то такого же вкуса. Или все не так вкусны, как вкусны вы. Даже, вы знаете, человек обращался здесь, возможно, к психологу за помощью. Он хочет ситуацию поменять. Он хочет быть счастливым. Он хочет находиться в отношениях, где вот 10 в одном. И знаете, какой-то тип, я вот сразу говорю, не зря сюда пришло и 10 в одном. Он даже вот больше за фантазией бежит, нежели за актуальностью, за реальностью этой жизни. Вот он помнит какие-то миги, моменты. И вы знаете, он для себя женщину такую представляет, в которой есть все. Все есть, и вплоть до страсти, постели и сексуальности. Но та, которая может нести какой-то тяжелый нож, взвалить на себя и понести. Та, которая может решить много дел и заработать. Тут такая дама ему нужна. Но здесь больше, да, вот именно какой-то физической тяги. Хочет быть для вас главным, выше статуса, нежели ваш сейчас. Не хочет каких-то...
Знаете, тут не хочет вот остаться один, во-первых, а во-вторых, на другие безвкусные женщины. Здесь от вас веет такой поток, что у меня все получится, если бы мы с ней были вместе, у меня бы, например, и бизнес пошел в гору, да, я бы стал больше зарабатывать, я бы стал успешным. Плюс даже больше тут не о деньгах скорее, да, а что меня к этой женщине тянет, и мне для нее хочется многое что делать. Но при том хочется и видеть ее тоже самостоятельной, которая сама умеет зарабатывать. Не пустышку. Но он не видит в вас пустышку. Очень красивая, вы сводите с ума. И притом, опять-таки, он видит где-то ваше или красивое фото. Может человек думать о том, что вы фильтруете свое фото красивое, что вы украшаете его как-то, может быть, фотошоп и так далее. Также человек видит, что вы себя сделали или сделали трансформацию на себе, в том плане, что операции какие-то как-то. Но вы улучшились, вы стали выглядеть более, я бы сказала, современно. Современно. У вас кто-то есть, поэтому доступ к вам закрыт. Возможно, вы замужняя, как он считает, что вы заняты. Здесь очень много препятствий к вам. Хотя, я вам скажу, он и так зарабатывает, он хорошо зарабатывает. Он и хорошо зарабатывает, но рядом хотел бы женщину, которая была бы самостоятельной. Не потому, что мне жалко в нее вкладываться, потому что это его заводит. Его заводят такие женщины, которые что-то умеют. Да. Любит. Он говорит, что любит. Но здесь есть какие-то противники, соперники. Кстати, здесь какой-то есть мужчина около вас, или которого он видел около вас. Он или обзывается, или ругается на этого мужчину, сравнивает себя с этим мужчиной. Вы долго с ним уже не общаетесь. Кстати, разговор идет, что вы с ним уже долгое время закрыты, вообще молчите, не общаетесь. Он понимает, что, скорее всего, что он вам не нужен, да, он вам не нужен. Внутри его что-то гложет, человек бесится. Кто еще за вами следит? Права, государства, камеры, люди в штатном, мужчина. Это мужчина. Или по себе человек очень такой справедливый, работает с законом или разбирается в законах. Идет его дорога к вам. Или известия идут к вам, связанные с бумагами. У кого-то вот именно что-то придет из государственных органов. Знаете, вас не продавишь. Или, я бы сказала, тут может быть момент какой-то манипуляции над вами, но с вами это не пройдет. Вы как-то выкрутите ситуацию. Или просто не обратите внимания, сделайте вид, что вы не видели, и уйдете от этого. Ситуация успокоится. При деньгах останетесь. Будете с кем-то это обсуждать, решать. Скорее всего, вам люди дадут подсказку на это, чтобы решить какое-то дело, связанное с бумагами. Или правильно решить, или в спокойствии. Хочется сказать через онлайн, а не ехать куда-то в министерство. Притом, да, через онлайн. Вас попытаются здесь вот как-то... Хочется, слово сюда идет обнаружение, обнаружить или что-то найти на вас, улику может быть какую-то, да, чтобы на вас что-то повесить. Также здесь может момент какого-то быть обмана. Тут еще может быть ситуация того, что хотят воспользоваться каким-то вашим доверием или хорошим расположением духа. Да, вот она сегодня добрая, она что-то подтвердит, например. Будьте аккуратны. Здесь скрывается обман, ложь. Вы поймете, что вас обманывают. Вы не дура и не глупая.
Вы поймете, что вас обманывают. Вы выйдете из ситуации чистая. Из ситуации чистая. Здесь кто-то может быть тот, кто разбирается в законах. Здесь могут, кстати, быть, знаете, даже элементарно просто соседки, добродетельницы, которые любят докладывать, да, но здесь ситуация развернется тем, что вы как-то проигнорируете или полюбовно разрешите данную ситуацию. То есть здесь нет каких-то, но люди, да, именно кто-то из органов, какой-то определенный человек может, вы знаете, попытаться сделать подножку или воспользоваться ситуацией, где вас можно обмануть на финансы, например, или найти какую-то улику, чтобы что-то на вас повесить. Будьте аккуратны, бдительны. Смотрим еще, кто за вами следит. Здесь может быть или родственники, или ваш муж. Да, у кого-то здесь может проиграться бывший муж, с которым были конфликты. Он за вами следит. Почему? Он за вами прикреплен или здесь какая-то крепкая связь? Следит, а потому что вы где-то в интернете. Или вы часто берете телефон в руки. Он, кстати, этот момент, что вы часто в телефоне, хочется сказать, вы в туалете с телефоном, в постели с телефоном, где-то вы с телефоном, или что-то вы туда все смотрите. Вам кто-то, может, пишет, или есть неспокойная ситуация, человек тревожится, ревнует, что вы... Кстати, что вы иногда телефон берете в руки, чтобы его побесить в чем-то. Вы знаете, благодаря данной ситуации, я вам скажу, если вы так делаете специально, чтобы его в чем-то побесить, например, да, или даже просто вы берете, не думав об этом, что вы хотите побесить, у человека что-то поменялось. Человек думает о том, что надо что-то менять, скорее внутри, да, у него что-то, какой-то переворот происходит. А здесь подозрения могут быть. А кто здесь один? Ну, опять-таки говорю, бывший. Бывший следит за вами. Что в вашей жизни что-то меняется. За каждым вашим шагом пытается следить. Такое чувство, да, что вас можно прочитать, вы все наружу где-то выкладываете или пишете посты. Тут еще может быть так, что я ее элементарно знаю, какая она есть. Вот так. А чего надо? Он видит, у вас какие-то есть деньги, пахнет деньгами, жадный человек. Кто находится в отношениях, здесь именно подозрение о том, что вы такая перспективная, вы такая развитая, вы такая рабочая ломовая лошадь, которая не должна ускакать из дома, которая должна быть на месте и ни с кем не уйти куда-то, не слиться. Потому что вас могут, хочется сказать, да, вот увели. Вот он этого боится. Здесь ситуация будет подвешенная. Здесь реально или кто-то есть, или кто-то объявится у вас в жизни еще на стороне, так хочется сказать. Крути, не крути, а вы почему-то здесь вот смотрите уже в другую сторону. Вам там интересней. Это или на рабочем месте, или вот кто-то в рабочем коллективе. С кем-то у вас или завяжутся какие-то, может быть, общение, дела, может тоже быть. Треугольник здесь может развязаться. Молодой. Но не обязательно молодой, да. У нас там и короли выходили. Скорее всего, вести себя будет как молодой. Может, в душе такой. Романтик. Сведет с ума. Вы о нем будете очень много думать. Возможно, даже смотреть на него расклады. Вы переиграете ситуацию в своей жизни в свою пользу, говорят.
что бы это ни было. Если даже отношения, которые претерпевают крах, то вы рано или поздно эти отношения уже оставите. Второе, кто в одиночестве, здесь идет знакомство на рабочем месте. И за вами уже этот человек следит. Человек-посланник от Бога, высшими силами вам. К вам придет человек в вашу жизнь, который пережил измену. И по силе можно сказать, что здесь могло быть какое-то психологическое давление или манипуляция в его адрес. Он будет об этом даже говорить или расскажет что-то. Может это даже быть шоком. Кто еще за вами следит? Высшие силы за вами блюдят, подстерегают, хочется сказать. А вы молитесь. Вы молитесь и получаете. Или вы благодарите Вселенную, получаете. У вас еще впереди много чего интересного. Виражи. Скандалы, конфликты, разбитое сердце. Да, что кто-то вас разочарует очень сильно, тот, кому вы помогали. Предупреждает, но ты не обижайся. Все делается, все, что не делается, все делается к лучшему. Потом этот человек может тебе помогать. Быть для тебя как верным псом. В путь свой пойдешь одна, но будут люди посторонние, которые будут пытаться, да, помочь тебе, например, выйти из каких-то сложных ситуаций. Даже, знаете, здесь у кого-то может быть момент такой болезни, но тот, кто подаст кружку. Также в твоей жизни будут присутствовать люди, уже присутствуют сейчас, которые обманывают и манипулируют тобой, твоим сознанием. Будь аккуратна. Еще я бы сказала, с тобой нечестная какая-то женщина, которая постоянно или водит машину, или куда-то ездит, любит дороги, скорость. Вот такая дама. Смотрите, здесь люди могут наблюдать элементарно какие-то ваши, например, соседи, которые близлежащие, живущие, смотрят за вами. Люди, которые склонны к воровству. Будьте аккуратны. К воровству. Нечистая рука, клептомания это может быть. Это женщина. Наблюдение ведет с окна. С окна. Видит, что у вас какие-то есть денежки или у вас что-то есть дорогое. Вы проецируете себя очень красивой, богатой, денежной. Видит ваши какие-то дорогие вещи, может быть, автомобиль даже. Что-то видит, замечает вас где-то. Смотрите, тут еще идет наблюдение со стороны детей. Когда вот дети смотрят на родителей, да, вы что-то сказали, но тут не то, чтобы подвергло в шок, ну, почти можно так сказать, ребенок удивился, что так можно. Какой-то, может быть, да, мы подаем пример. И вот тут хочется сказать, вы подали, как он говорит, пример, но так нельзя. Он в шоке, он удивлен. Да, это у кого дети. Здесь, кстати, соседи могут тоже видеть, например, вы с ребенком или с детьми, и вот осуждать вас за это, за какие-то ваши действия. Что вы плохая мама, вы еще что-то. Соседи же лучше знают, нежели вы себя сами. Угу. Что вы материалистка. Постоянно все что-то покупаете или тащите в дом. Ну, тут не очень хорошие слова по башне. Здесь могут назвать вас крысой, обманщицей. Вот какое-то такое, знаете, вот все такое каверзное. Но здесь именно что касается финансов, что вы очень жадная. Или все тащите в дом. А что в этом плохого? А с другой стороны, да, это ваша личная жизнь. Кто за вами еще следит?
разочарование какое-то, ревность. Из-за того, что вы холодна стали очень сильно по отношению к этому человеку. Может, это или мужчина быть, или женщина. Мужчина. То, что вы отдалились, что вы себя стали проецировать, как будто бы вы этого человека вообще не знаете. Да, и такое чувство складывается, что-то уже 2 раза выходит, что вы сначала женщина думала, вы создали такой вид, что вы не знаете ее, да, не поздоровались. И тут мужчина, такое чувство, да, у него тоже разочарование, что вы как будто бы не знакомы. Или как-то сухо отвечаете. Ему это не нравится. Он хотел бы от вас тех эмоций, которые были раньше. Вы улыбаетесь и машете. Вот такая вы. Да, то есть веселая, на позитиве. Вы какая-то странная, он говорит. Вы женщина со странностями. Закрытая книга, которую не прочитать. Вообще, чего-то вы там подумали, или кто-то вам что-то внушил о нем, что вы так стали относиться. Он хочет в этой ситуации, возможно, разобраться, я так понимаю, по победителю, да? Выяснить что-то с вами. Почему вы так о нем думаете? Тут, кстати, мысли всякие, что вы сошли с ума, или вы что-то принимаете, да, что вы под чем-то ходите, то есть принимаете или выпиваете. Ну, как-то странно себя ведете. Притом я ничего не сделал. Пытается в голове, вот ночью лежит и взвешивает. Я ей ничего не сделал. Или я о ней так не думаю. А она вот со мной вот так вот, да? Притом он говорит странно, она умная, она продвинутая, она такая глубокая, может быть, она в секту попала. Ну, кто-то вами, как будто бы вашим сознанием манипулирует. Или вы что-то принимаете, что вы как-то по-другому думаете, или вообще изменились в одночасье просто. Улыбались, а теперь вот ходите и смотрите из-под бровей, вот как-то так на этого человека. Хотя имели нормальные отношения, как он считает. Странно. Его эта ситуация вообще подбешивает и подвешивает одновременно. Он хочет в этом разобраться, что такое происходит, почему так. Возможно, даже человек подойдет конкретно к вам с вопросом и скажет, а что это такое? Или напишет, например, а почему ты так со мной? Или, да, вот как-то его это колет. И вот когда-то, да, это вот, хочется сказать, вылезет наружу. То есть он долго терпеть не будет в этом. Да, считает, что вы так молча исчезли, ушли, не попрощавшись и не сказав до свидания. Странная вы, странная, вот так вот думает. Вот смотрите, высшие силы, да, вот высшие силы вам о чем-то говорят, посылают знаки. Возможно, кстати, здесь все, что вокруг происходит, на самом деле люди могут даже, вот знаете, как хочется сказать, о вас думать одно, а в вашей жизни происходит совершенно другое. И не обращайте внимания на то, как они себя ведут, потому что вы не знаете же, о чем они думают, понимаете? Здесь на самом деле могут люди пытаться выйти с вами на какое-то выяснение чего-то. Давай проясним. Что-то, потому что в вас что-то поменялось. Не старайтесь им чего-то доказывать и рассказывать. Это не изменит к лучшему, это вот даже вот хуже подзаведет ситуацию. Наоборот, да, они же увидят как раз-таки, как вы прогнулись и все рассказали, да, тем самым вот как бы, давайте это так назовем, вы пошли навстречу, и они перестанут вас уважать. Тут за вами следит никто, больше никто. Но сразу могу сказать, за вашей спиной обсуждают ваши какие-то отношения полюбовные, любовные, ваших любовников или ваших мужчин. Очень жестко о вас говорят, даже вот кто-то кроет матом. Я бы сказала, или посылает вас на 3 буквы. Активистка или активист. Не обращайте опять-таки внимания. Здесь, вы знаете, это бесполезно. На самом деле, это вот как опускаться на низкий уровень.
Это бесполезно. Этим вы ничего не решите. Вы только усугубите ситуацию. Если вы начнете с такими людьми что-то им доказывать или оправдываться перед ними, вы будете в их глазах казаться еще ниже, нежели они. Хотя они уже на низком уровне, понимаете? То есть вы будете опускаться на их уровень и даже ниже, оправдываясь. Держите смелость, здесь идет. Будьте смелее, держите гордость, да, будьте горды за себя. Вы такая, да, странная. Ну и что, вот я такая, да, это мой мир, моя жизнь, как говорят, мои правила. Вот такой вот был у нас сегодня расклад. И огромное спасибо всем, кто был сегодня с нами на раскладе. И до встречи в следующих видео на канале Ведаскара.